Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах. Уроки дуа, уроки поминания Аллаха. И мы с вами разбирали тему аль-истигфар лиль-муслимин, то есть просьба о прощении не только за себя, а за наших братьев и сестер. И если в 3 словах вспомнить тему прошлой лекции, многие сподвижники, многие наши величайшие ученые, они ежедневно, не только иногда, не только в месяц Рамадан, не только последние 10 ночей Рамадана, да, а ежедневно они систематично просили у Аллаха прощения за всех мусульман. Не только за тех, которые они знают, да, то есть в форме Аллаху магфир ли, о Аллах, прости мне, валиль му'минина валь му'минат, то есть прости грехи всем верующим мужчинам и верующим женщинам, валь муслимина валь муслимат, всем мусульманам и всем мусульманкам, аль ахьяу минхум валь амват, тем, которые живы, и тем, которые вернулись к Аллаху. То есть за всех живых и за всех усопших братьев и сестер праведные предшественники просили истигфар, то есть прощение. И они так часто просили, что превращали вот этот истигфар за себя и за братьев и сестер уже в повседневные дуа, который называется вирд, да, вирд, то есть по утрам, по вечерам и в благословенные времена дуа. Сегодня мы продолжаем тему, то есть дуа за наших братьев и сестер, то есть некоторые достоинства дуа за наших братьев, и поднимем вопрос воздерживания человека от дуа против своих братьев и сестер. Потому что есть дуа за братьев, то есть мы просим у Аллаха блага, пользы за наших братьев, но есть еще такая тема дуа против наших братьев и сестер. То есть мусульманин должен делать дуа за своих братьев, то есть просить у Аллаха благ мирских и жизни вечного, и должен воздерживаться, обращаться к Аллаху против своих братьев и сестер. То есть это проклятие и так далее, и так далее. Значит, мы с вами разбираем важность дуа за наших братьев. Очень важно, когда мусульмане берут за привычку, берут за жизненную привычку обращаться к Аллаху не только за себя, а за своих братьев и сестер, просить у Аллаха прощения, милости, так ведь тауфик, чтобы Аллах Тааля вел всех нас, наших братьев, наших сестер, всю мусульманскую умму, да, все мусульманские народы по пути истины, просить шифа за наших больных братьев и сестер, за тех ризк, за тех, которые пребывают в нужде, то есть просить у Аллаха всех благ фид дунья валь ахира, как в мирской жизни, так и в вечной жизни. И, конечно же, то, что мусульмане будут всегда делать дуа друг за друга, это указывает на что? На то, что среди мусульман есть братство. То есть мусульманин, который не будет испытывать чувств братства или родства, так скажем, или же любви, уважения друг к другу, он не будет за него дуа делать. Так ведь? Он не будет. Почему родители очень много делают дуа за своих детей? Потому что они вложились в своих детей. Они дали им очень много, и поэтому их дети в их сердцах. Они очень любят своих детей, и поэтому их мольба принимается в первую очередь. Так ведь? И за детей, и против детей.
да, потому что у них право есть большое перед детьми. И здесь то же самое. Если среди мусульман будет царить любовь, милосердие друг к другу, братство, конечно же, мусульмане будут делать дуа друг за друга. Альхамдулилля, вот то, что мусульмане будут всегда просить дуа друг за друга, это указывает на, альхамдулилля, на уровень их родства, их братства, вот это, что у них есть вот эта связь. Не каждый там живет своими проблемами, да, а машаллах, он знает, он интересуется о проблемах своих братьев и сестер, да. И также это указывает на чистоту сердец, потому что если один мусульманин будет испытывать враждебные чувства, да, там, ненависть к другим мусульманам, он не будет за них делать дуа. Он не будет за них делать дуа. То есть, когда мусульмане делают дуа друг за друга, альхамдулилля, это показывает чистоту их сердец. Так ведь? И мусульманин, которому Аллах дал тауфик, в сердце которого Аллах вселил братство, чувство братства, вот это ухуа и любовь к своим братьям, конечно же, он должен любить. Он должен любить делать дуа за всех мусульман. То есть, когда человек что-то любит, да, он всегда это делает. Он должен любить, делать дуа за своих братьев. Он должен быть милосердным по отношению к ним, сострадательным по отношению к ним. И он должен надеяться, что они будут пребывать в благополучии. То есть он будет желать для всех своих братьев чего? Благ. Он не хочет, чтобы они были несчастными. Он не хочет, чтобы Аллах не прощал их, да? Чтобы они погружались в грехи. Нет, конечно. Он будет желать, очень желать, чтобы Аллах их вел по пути истины, чтобы Аллах прощал им грехи. И это очень важно. И, конечно же, все это будет побуждать его, вот это желание, вот это братство, любовь, сострадание будет, конечно же, побуждать его больше и больше обращаться к Аллаху за них, просить. Так ведь? И давайте приведем несколько хадисов. Обычно, когда я готовлюсь на урок, я просматриваю все абзацы, то есть я иду по абзацам, да, по хадисам, шархам, и я всегда беру карандаш, и такие, может быть, не очень, то, что мне кажется, да, не очень важные или актуальные абзацы я оставляю. Чтобы не тратить время, потому что, на самом деле, материал большой, книга в 4 томах. Вот. И если я считаю абзац действительно важным, я ставлю галочку. И во время лекции я этот абзац обязательно перевожу, вам, довожу эту информацию. Так получилось, что вот возле каждого абзаца у меня галочка стоит. То есть, машаллах, на самом деле, вся вот эта информация, она очень актуальна, я поэтому постараюсь, иншаллах, успеть вам довести всю информацию. Вот. Хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, этот хадис приводит имам Муслим в своем сахихе, имам Ахмад и Абу Дауд. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ля якуну ла'ануна шуфа'a валя шухадаа йоум аль-кияма». Те, кто будут проклинать людей, то есть проклинающие, в судный день они не будут ни заступниками и ни свидетелями. В судный день те, которые проклинали людей в этой жизни, Аллах не даст им возможность заступаться за кого-то. Он не будет шафиан, ходатайствовать за кого-то, и не будет свидетельствовать за кого-то. Если немножко отойти от темы, мы знаем, что в судный день Аллах изберет, есть аят, Аллах даст этой умме свидетельствовать и заступаться даже за других пророков.
и за верующих, которые последовали за ним. Но люди, которые проклинали других в этой жизни, Аллах лишит их этого права. То есть они не будут заступаться за других и не будут свидетельствовать в пользу этих людей. То есть они не будут свидетельствовать, что они были верующие, что они совершали благие дела. Вот. Ученые объясняют этот хадис. Вот здесь речь идет, первое – это свидетельство, шахада, второе – это шафаа. Шахада и шафаа. Что такое шахада? Шахада – это свидетельство. То есть это информация. Ты доводишь до кого-то информацию. Так ведь? Ты свидетельствуешь, что кто-то совершил никах с такой-то сестрой. Ты свидетель. Так ведь? Ты свидетельствуешь, что такая-то сделка, она состоялась. Или кто-то у кого-то взял в долг. Ты свидетель. Ты доносишь информацию. Так ведь? А кто такой шафиа? Заступник. Заступник – это тот, кто что-то требует, что-то просит. Например, человек идет к кому-то домой и говорит: вот я пришел к вам с этим братом, вы меня знаете, я надежный, этого брата нет. Он тоже надежный, я заступаюсь за него, ходатайствую, вы можете свою дочку спокойно отдать ему. Да? В судный день люди также будут заступаться друг за друга. Так ведь перед Аллахом. Аллах даст эту возможность. Вот почему ученые говорят, Аллах лишает того, кто проклинает других, вот этих возможностей. Он не будет ни свидетельствовать и не заступаться ни за кого-то. Причина в следующем. Человек, который порочит людей, то есть рассказывает о них что-то дурное, ищет их недостатки, ищет их прегрешения, да? Этот человек, он не может свидетельствовать за людей чем-то благом, чем-то добром. Потому что это человек, который всю жизнь порочил людей. Так ведь? Он порочил людей. Поэтому за то, что он доносил до других только дурное, Аллах Тааля лишит его в судный день, чтобы он был свидетелем. Потому что он же будет свидетельствовать чем-то благом, что те были верующие, что те совершали благие дела. Он не может это делать, потому что он всю жизнь порочил людей. Поэтому Аллах лишит его возможности свидетельства. А почему Аллах лишает его возможности заступничества за кого-то? Так этот человек, он проклинал людей всю жизнь. Он проклинал людей. То есть получается, что такое проклятие? Это обращение к Аллаху с требованием, чтобы Аллах с просьбой лишил его милости своей. То есть что такое проклятие? Когда один проклинает другого, это страшная вещь. И значит, он говорит: о Аллах, лиши его тауфика, лиши его наставления, лиши его прощения, лиши его своей милости. То есть человек, который всю жизнь проклинал людей, он не может желать для людей благого. То есть он всю жизнь желал для людей зла. Поэтому в судный день, как он может заступиться перед Аллахом за кого-то и сказать: о Аллах, прости его? Так он не может это сделать. Потому что он всю жизнь проклинал людей и желал для них чего? Проклятия и зла. И поэтому Аллах, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: те, кто проклинали людей, порочили людей, они не смогут быть ни заступниками, ни свидетелями в судный день. Потому что и свидетель должен быть, нести благое, а не зло. И заступник, он должен желать для людей только добра. А здесь люди, которые порочили других, проклинали, в них этого нет. Поэтому Аллах их лишит и заступничества, и свидетельства. Поэтому мусульманин, конечно, он должен желать для братьев того же, чего желает для себя. И мусульманин, он должен просить для своих братьев благ, а не зла.
Он должен просить у Аллаха прощения, а не проклятия. Так ведь? Он должен просить у Аллаха милости для них, наставления. И, конечно же, истинный мусульманин, в ком живет братство, любовь к другим, конечно, он должен остерегаться. Он должен отдаляться от всего, что? От всех проклятий. От всех проклятий. То есть он должен отдаляться от этого. Он должен отдаляться от того, чтобы порочить своих братьев и сестер. Так ведь? Вот давайте разберем несколько хадисов про это. Абдулла ибн Амр. Этот хадис передал имам Хаким, имам ат-Тирмизи, от Абдулла ибн Амр. Абдулла ибн Умар, не Амр. Абдулла ибн Умар, это сын Умар ибн Хаттаба, пусть Аллах будет доволен им, его сыном, сказал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ля янбагhi лиль му'мини ан якуна ла'анан». То есть не подобает верующему быть проклинающим. То есть не свойственно, это не качество верующего мусульманина проклинать кого-то, особенно своих братьев и сестер. Поэтому это не качество верующего. Он не должен проклинать, это не подобает верующему быть проклинающим. Ла'ан, то есть это не только ля'ин. Ля'ан это тот, который все время проклинает и того, и этого там, кто ему не понравился, там, кто ущемил его права. Бывает это так во время курбана бывает, когда кому-то мясо, побольше костей достается. Я слышал, как абиляр, такие наши ангелочки там в платках, все такие, все время зикр с тасбихом там, да, машалла, такие они все такие, прямо машалла, такие богобоязненные, да, а раз там мясо не досталось, или там побольше костей, да, я слышал, как эти ангелочки в шайтанов превращались. Аллах сакласан. Это такая, машалла, такая, я прямо так любил. Я сам люблю бабушек, потому что они светлые, они красивые, которые вот намаз читают. Так ведь? Машалла. Но бывает так, что вот они преобразовываются, да, там перевоплощаются. Там, мне там костей много дали, я же не виноват, что, баран он всегда с костями бывает, что поделаешь. Мы же не можем всем филе там или мякоть, стейк раздавать, да, и там такое, там, Аллах, там, лягнят кылсын, там, это страшные вещи, это страшные вещи. Поэтому не подобает верующему быть проклинающим. Это первый. Второй хадис. Передал имам Ахмад Тирмизи от Абдулла ибн Мас'уда, также величайший ученый среди сподвижников, радиаллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Лейсаль му'мину», то есть не свойственно верующему быть ат-та'ан, бит-та'ан, то есть это тот, который порочит людей. Он видит в них только плохое. Он порочит их. Яманлы. Да? Он говорит, вот этот такой-то. Да я знаю его, кто он такой. Вон он такой-то. Есть люди, которые на самом деле, там, кроме него нет никаких этих хороших людей. Да? Все плохие. Да? Он и этого, и того. Поэтому не свойственно верующему быть, первое, порочащим, который порочит людей. Валялляан, проклинающим. Валяль-фахиш, то есть фахиш – это непристойность в словах. То есть и с этим поругается, и с тем поругается, да? Валяль-фахиш, валяль-бави. Бави – это больше, наверное, сквернословящий, то есть который употребляет скверные, низкие, пошлые слова, да? То есть непристойно, не свойственно верующим быть порочащим, проклинающим, непристойным в словах, да, валяль-бави, и сквернословным, и сквернословие. Этот хадис передал имам Ахмад ат-Тирмизи. Вот. Здесь тоже хадис указывает на то, что не подобает, это не качество мусульманина, так ведь? Также приходит у имама Аль-Бухари и Муслима от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что он сказал: «Аль-муслиму ман салим аль-муслимуна мин лисанихи ва ядихи». Мусульманин – это тот, который обезопасил других от своего языка и своей руки.
То есть это тот, который не причиняет вреда никому из людей своим языком и рукой. Так ведь? Поэтому люди возле мусульманина, они должны быть безопасны от его языка и от его рук. То есть он не должен приносить им зло, наносить зло ни руками, ни языком. А вот эта порочность, порочный язык, сквернословный язык, вечные проклятия, это же вред. Это вред. И поэтому это не подобает мусульманину. И вообще вот эти все хадисы, да, сколько у нас? Раз, два, три, четыре хадиса. Вот вопрос. А здесь это пророк ﷺ призывают к максимуму, которому должен соответствовать мусульманин, или к минимуму? А? Здесь речь, о чем идет речь? Это максимум, чем должен обладать мусульманин, или же минимум? Минимум. Минимум. Что касается нрава мусульманина, ахляка, от него должно исходить добро. А здесь в этих хадисах о чем говорится? Что от мусульманина не должно исходить зло. То есть если от тебя нет никакого добра, так сделай так, чтобы хотя бы избавь людей от зла. То есть это минимум, что должно быть у мусульманина. Поэтому пророк ﷺ, мусульманину не подобает быть таким-то, таким-то. Мусульманин тот, который обезопасил других от своего языка, от своих рук. Это мы говорим, это минимум. А максимум, это когда от тебя не то, что ты воздерживаешься от проклятия. Да? Это как, как сказать, это как сын приходит к матери и говорит, скажи спасибо, что я у тебя денег не прошу, а сам не дает. То есть вместо того, чтобы помочь матери, вместо того, чтобы закрывать какие-то ее расходы, да, там он говорит, скажи спасибо, что я у тебя денег не прошу. Да? То есть это вот здесь то же самое. То есть пророк ﷺ говорит, мусульманин не должен быть проклинающим, но мусульманин должен быть каким? От него добро должно исходить. Он должен делать дуа за братьев. Он должен делать дуа, чтобы Аллах простил грехи, а не проклял. Так ведь? Вот поэтому все, о чем мы говорим, это минимум. Это минимум. Да? То есть это... А на самом деле мусульманин должен просить дуа, просить за своих братьев. Вот как раз хадис об этом. Следующий хадис. Бухари, Муслим. От Абу Муса аль-Аш'ари, радийаллаху анху, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, вот здесь как раз, машаллах, вот эти ступеньки, да, мусульманина. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, аля кулли муслимин садака. Каждый мусульманин обязан давать садака. Каждый мусульманин обязан давать садака, пожертвование. Когда он сказал эти слова, люди спросили, фаин лям яджид, а если он не найдет ничего? Нет у него денег, чтобы давать садака. Что он должен делать? Посланник Аллаха сказал, «Фалиямаль биядихи фаянфа нафсаху ва ятасаддак». Пусть он встанет, заработает своими руками. То есть для того, чтобы давать садака, нужно что делать? Нужно иметь деньги, иметь возможность. И сподвижники спросили, а если нет возможности? Так пусть он встанет и заработает своими руками, принесет пользу себе, то есть закроет свои какие-то расходы, нужды, да? Ваята саддак. А то, что останется, пусть он даст садака. Пророк ﷺ не стал освобождать людей. Если нет, так ладно, нет, он сказал, пускай заработает и свои нужды закроет, и садака даст. И тогда люди спросили, фаин лям ястатих. А если он не сможет это сделать? Он не может встать, заработать, закрыть свои нужды и еще садака давать. Если он не может, вот что делать? То есть получается, мы потихоньку спускаемся от максимума куда? К минимуму, да? То есть нет у него денег, чтобы садака давать. Пророк сам сказал, если нет денег, так пусть заработает и даст садака. Не может он заработать. Люди спросили, да? Вот ему что делать? Фаю'ину даль хаджатиль мальхуф. Если он не может заработать и расходовать, тогда
пусть он поможет кому-то нуждающимся. То есть вот человек, кто-то нуждается в его помощи. Вот пусть он пойдет туда и поможет ему. А есть еще другие хадисы, где говорится о конкретной помощи. Например, кому-то нужно помочь забраться на седло. Кто-то не может мешок закинуть на себя. Кто-то не может, там, не знаю, через дорогу перейти. То есть ты можешь кому-то помочь нуждающимся. Так вот иди помоги ему. Пусть он поможет нуждающимся. Сподвижники спросили, а если он и это не сможет? Ну не может он никому помочь. Да? И пророк ﷺ сказал, «Фальямур биль хайри, аухала биль магрур». Тогда, так пусть он побуждает людей к благому. Если он не может ничего сделать, ну пусть он вот кому-то что-то пойдет, объяснит, расскажет, научит, да? Пусть он побуждает людей к благому. И люди спросили, а если он и это не может сделать? Ну не может он это сделать, да? И вот мы потихоньку спускаемся, да? Пророк ﷺ сказал, тогда, если он все вот это перечисленное, ну не может он, да? Садака не может дать, заработать он не может, помочь какому-то нуждающемуся он не может, помочь просто благими словами, добрым словом он не может. Ну не может он все это. Тогда пророк ﷺ сказал, «Фальюмсик аниша», тогда пусть он избавит людей от зла. То есть, если он не может принести пользу никому, от него вот никому пользы нет, тогда пусть он избавит людей от зла. То есть, тогда пусть он вред не наносит. Да? «Фаиннаху ляху садака». И для него это будет садака. Вот для него это будет садака. То есть, пророк ﷺ начал с максимума, завершил как раз вот чем? Минимум. То есть мусульманин, который не в состоянии никому принести пользу, для него он обязан хотя бы избавить людей от зла. Синнян файда булмаса, хотя бы зиян кимясын. Шлайма? Вот для тебя это будет садака. Поэтому говорят же, науму залими ибада. Это не хадис, это такая мудрость, да, от ученых. Они говорят, сон тирана, сон злодея, сон – это садака. Потому что злодей, когда спит, никому от него вреда нет. Так ведь? Поэтому иногда пусть злодей больше спит, потому что от него вреда будет меньше. Вот. Потому что как он проснется, он опять начнет или там разрушать жизнь матери, родителей, там, жены, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому вот здесь как раз вот эти все хадисы говорят о минимуме. То есть, если от тебя нет никакой пользы, нет никакого добра по отношению к другим, тогда, будь добр, тогда хотя бы воздержись от того, чтобы приносить им вред. И это будет для тебя садака. Для тебя это будет садака. И поэтому, когда к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, обращались люди и задавали какие-то ему вопросы, просили у него насихат, да. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, очень часто мы в хадисах видим, на один и тот же вопрос он иногда отвечал по-разному. Почему? Потому что истина разная, да? Нет, потому что состояние спрашивающего было разным. Например, пришел человек и спросил, я Расуль Аллах, вот расскажи мне, кто такой мусульманин, да? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, мусульманин это тот, кто обезопасил других от своего языка и от своей руки. То есть, это же получается, для тебя лучший ислам, если ты избавишь других от своего языка и от вреда своих рук. Так ведь? Вот для тебя. Другой пришел в другое время и спросил, я Расуль Аллах, а что вот в исламе самое лучшее? От него не было такого вреда. И пророк саллаллаху алейхи сказал, лучшее в исламе, когда ты, например, когда пророк саллаллаху алейхи пришел, переехал в Медину, переселился, он сказал, афшу салям, атвимут тагам. То есть приветствуйте людей,
кормите людей, потому что есть голодные, да, и совершайте ночью поклонение, когда люди спят, и вы войдете в рай, и ангелы вас встретят миром, то есть приветствием. То есть кого-то нужно было остановить от зла, а кого-то нужно было двигать дальше. Люди были разные, так ведь? Поэтому вот здесь то, о чем мы с вами говорим, что вот если ты не можешь обратиться к Аллаху за своих братьев, да, попросить то, что ты просишь себе, да, ну тогда хотя бы не проси, не обращайся к Аллаху и не проси против них, так ведь? То есть воздержись от этого. Вот это то, о чем говорят эти хадисы. И вот эти проклятия, что касается проклятия, ля'на, да, конечно, они бывают разных уровней. Они бывают разных уровней, и самое страшное, давайте скажем, чем ближе мусульманин к Аллаху, чем степень его выше перед Аллахом, тем греха за проклятие этого мусульманина больше. Поэтому на первом месте самое страшное проклятие, когда мусульмане проклинают кого? Ну, конечно же, пророка, ну это уже куфр, да, сподвижников. То есть это отдельная тема. Это отдельные предостережения. Так ведь? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, например, Бухари, Муслим передает. То есть сподвижников. То есть сподвижники это самые достойные члены уммы. Лучше них нет никого. Да, они не татары. Я как-то хутбу прочитал и привел в пример. Ну, я там про садака сказал. Я раз вот сказал, вот такой-то сподвижник вот так садака давал. Я там сказал про, там, не знаю, милосердие, да, среди людей. Я вот сказал, вот такой-то сподвижник был таким-то. И он такой подошел ко мне, а что, говорю, ты все арабов? Говорит, а что, среди татар не было? Я говорю, ну, сподвижники оказались арабами, не татарами, да. То есть, это самые лучшие. Неважно, они арабы, не арабы, это самые лучшие, потому что они взяли воспитание у самого лучшего. Так ведь, может быть, вы еще Аллаху скажете, почему пророк Мухаммад не был татарином, как евреи сказали, как некоторые иудейские племена сказали, да, так он же не иудей, да, и мы не будем за арабом следовать. Вот поэтому это были самые лучшие. И лучше сподвижников нет никого, и быть не может. И самые страшные проклятия, это когда ты проклинаешь самых достойных. Это сподвижники, которые были рядом с пророком, на которых обрушилось огромное количество, просто мы не можем вообразить себе, через какие испытания они прошли. И поэтому Бухари Муслим передает, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Ла тасуббу ахадан мин асхаби». Не вздумайте бранить, порочить, ругать ни одного из моих сподвижников. Никого. Не только Абу Бакр, Умара, ни Муавию, ни других, да, не вздумайте никого из моих сподвижников ругать. То есть, если кто-либо из вас пожертвует на пути Аллаха столько золота, то есть золото величиной Ухуд это огромная гора, там сколько, 9-10 километров, да, огромная гора. Вот столько золота, если кто-нибудь из вас израсходует на пути Аллаха, пожертвует, вы не сможете достичь даже того, чего достиг один из моих сподвижников. И даже половину того, чего достигли мои сподвижники. Даже половину того. Поэтому столько золота мы не сможем пожертвовать на пути Аллаха, да? Столько пользы принести. Но даже если принесем столько пользы, мы даже половину того, что один сподвижник сделал на пути Аллаха, мы не сможем. Это первый хадис. Второй хадис передал Ибн Маджа от Умара, радиаллаху анхума, от Ибн Умара, Абдулла ибн Умара, что посланник получается, ан Ибн Умара, радиаллаху анхума, аннаху кана якуль. Это не пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил, получается, а Абдулла ибн Умар говорил, «Ля тасуббу асхабу Мухаммадин». Не ругайте сподвижников Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям.
وَلَا مَقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمْرَةً. Час их жизни, 1 час их жизни, лучше, чем благодеяние за всю вашу жизнь. Все, что за всю свою жизнь, вот что сделает один мусульманин, да, вот если сравнить с тем, что сделали сподвижники Мухаммада, вот даже 1 час, 1 часа того, что сделали, за час сделали сподвижники, мы за всю жизнь не сможем сделать. Но это нас не, они вне конкуренции. Мы не сможем сделать ничего, то, что они за час сделали в своей жизни, то, что они через какие испытания прошли. Поэтому, что касается проклятия, да, вот самое страшное проклятие — это проклинать самых лучших членов этой уммы, это сподвижников. Да? И мы знаем, к сожалению, тех заблудших, которые называют себя мусульманами, они проклинают Абу Бакра, они проклинают Умара, они проклинают Айшу, ради Аллаху анха, которую оправдал Аллах, не спаслал аят о ней. Так ведь? Поэтому это страшная вещь, это страшная вещь. И дальше, если взять после сподвижников, конечно же, это табигины, это величайшие ученые уммы, да? То есть порочить вот этих ученых, проклинать этих ученых, это тоже страшная вещь. Это страшная вещь, потому что эти ученые, они посвятили своей жизни, и они сделали для ислама столько, сколько один ученый мог сделать для ислама столько, сколько 1000 мусульман не сделали. То есть возьмите вот этих величайших наших ученых, да, даже вот Абу Ханифу, имама Шафи'i, имама Ахмада и так далее, и так далее. То есть, например, бывает так, что придет в мечеть какой-нибудь брат наш, да, машаллах, там 2 месяца назад ислам принял, машаллах, намаз читает, бороду отпустил, да, и когда задает тебе вопрос, вот, Хазрат, как это все правильно? Я говорю, иногда говоришь, вот имам Абу Ханифа сказал вот так надо, или имам Ахмад сказал вот так. Нет, как пророк сказал, как по сунне, да? Я говорю, ты кем стал, брат? Ты 28 букв выучил еще с алфавита? Ты Коран научился читать? То есть цыпленок весь желтенький пришел и хочет там сунну построить, да? И говорит там, нет, не Абу Ханифа, там пророк, или там год, или хоть 100 лет назад ты пришел в ислам. Это величайшие ученые, ученые сунны, которые изучили сунну пророка, выучили десятки тысяч хадисов, да, книгу Аллаха, и сделали так, и Аллах баракат им дал. Вот они же остались. Они остались в истории, так ведь самые величайшие, вот даже касается школ фикха, да? Поэтому ученые сказали, то есть это слово, которое мудрость уже приходит с древности, люхумуль уляма и масмума. Есть такое правило, мясо ученых, оно ядовито. То есть мясо ученых означает гиба, злословить о них. То есть порочить ученых, их мясо ядовито, то есть ты отравишься. Если вздумаешь питаться, попробовать полакомиться мясом ученых, ты отравишься. Ученые, это не погубит их. Абу Ханиф, он останется Абу Ханифом. Имам Шафи'i, он останется имамом Шафи'i. Да? Ученые сунны, они останутся учеными сунны, но ты отравишься. Отравишься, потому что их мясо, оно ядовитое. Поэтому особое место занимает в исламе степень ученых, и их мясо ядовито, поэтому нельзя каким-то, не знаю, юношам, каким-то пацанам, да, посягать на честь, достоинство величайших ученых сунны. Да? Не лезь, это ученые. Все, оставь их. Может быть, ты не согласен с кем-то, да, ну не знаю, но нельзя порочить, потому что тысячи, десятки, сотни тысяч мусульман приняли их учение. Они следуют за ним, они считают его за ученым. Даже
даже Пророк ﷺ проявил уважение даже к предводителям кафиров. Почему? Потому что те же кафиры, они уважали его. Поэтому Пророк ﷺ сказал, если к тебе придет человек, которого его народ почитает, так и ты почти его. Так ведь? Даже кафир, которого в своем племени, в своем народе, нации уважают, если он к тебе пришел, ты должен уважить его. Так ведь? Потому что его народ его уважает. И видит в нем благо. И вот здесь, здесь это ученые. За ними сотни тысяч ученых идут. Мусульман идут. А ты пошел посягать на их честь и достоинство. Также особое место занимают усопшие мусульмане. То есть те братья и сестры, которые покинули эту землю. То есть особое предостережение приходит от проклятия умерших наших мусульман. Потому что какие бы дела они ни совершали, они получают там, чего они заслужили. Так ведь? Поэтому нельзя порочить умерших мусульман и мусульманы. И ученые говорят, что проклинать умерших братьев хуже, чем проклинать живых братьев. То есть проклинать умерших людей хуже, чем проклинать умерших хуже, чем проклинать живых. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ла тасуббуль амват». Не ругайте умерших. Не ругайте умерших, фа иннахум афду иля ма каддаму. Потому что они уже отправились к тому, что они сами приготовили. То есть, если в них были проблемы у них, они уже все где? Они уже отправились к тому, что они приготовили. То есть они получат там. Поэтому Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: не ругайте умерших. Также есть другой хадис, где говорится: «Ля тасуббу амватана фату'зу ахьяана». Не ругайте наших умерших, ибо тем самым вы будете мучить наших живых. Почему Пророк саллаллаху алейхи ва саллям так сказал? Потому что если ты ругаешь кого-то из умерших, и эти твои нелестные слова, да, услышат его дети, его родные, конечно, для них это будет неприятно. Так ведь? Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил даже поносить умерших в куфре. Потому что, например, тот же умер Абу Джахль, когда люди начнут ругать Абу Джахля, например, его дети, которые в исламе, да, например, которые приняли ислам, для них это неприятно. Кем бы твой отец не был, это твой отец. И если все люди будут поносить твоего отца, конечно, это не будет тебя радовать. Так ведь? Поэтому Пророк саллаллаху алейхи ва саллям даже запрещал ругать умерших кафиров, потому что это приносит вред, это приносит страдания кому? Их родным, которые приняли ислам. Им неприятно слышать от людей эти слова в адрес их там, от родителей, там, бабушки, дедушки там, или близких родных. Так ведь? Вот, поэтому особое место, особое предостережение идет тем, которые проклинают умерших людей. Также, что касается проклятия в адрес грешников, проклятия в адрес нечестивцев, которые на самом деле совершали грехи. Вот здесь те хадисы, которые приходят от пророка, саллаллаху, да, где мы видим, что пророк, алейхиссаляту вассалям, проклинал кого-то из людей, мы видим, что он не проклинал конкретно кого-то. Он проклинал отдельные категории людей. Он не называл их имена. Вот все хадисы, где мы находим проклятие, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Ла'аналлаху
Аллах проклинает, или пусть Аллах проклянет того, кто сделал то-то, то-то, то-то. Но он не сказал того-то, 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 да, конкретно. Давайте вот возьмем несколько хадисов. То есть, получается, здесь идет речь о проклятии некоторых категорий людей, то есть, которые совершали грехи. Например, Пророк ﷺ сказал: «Ла'ан Аллаху сарика». Аллах проклинает того человека, то есть сарик это вор, того вора, который украл яйцо, и ему за это отрубили руку. То есть получается, человек лишился руки из-за чего-то, такого легкого. То есть, разве можно из-за яйца лишиться руки? Это же глупость. Поэтому Пророк ﷺ проклял того, кто лишился руки из-за какого-то ничтожного. То есть, например, яйца. Человек украл яйцо, и из-за этого он всю жизнь ходит без руки. Это же глупость, так ведь? Это же глупость. Вот. Например, но он не сказал конкретно такого сына, такого-то, ибн такого, да? Он сказал, вот пусть Аллах проклянет того вора, который украл яйцо, и ему за это отсекли руки. Да? Также, например, Пророк ﷺ сказал: «Ла'ан Аллаху акиля риба». Пусть Аллах проклят того, кто акиля риба, то есть ростовщик, который кушает риба. Про риба сейчас не будем говорить, да? Это большая тема. Также того, кто дает риба, и того, кто получает риба. Потому что когда я переехал в Казань, для меня это было таким открытием. Нижнекамске, в Сарманово, где я работал, я об этом не знал. Оказывается, для многих мусульман брать там кредиты, там под проценты деньги, оказывается, это не харам. Я это в Казани услышал. Да? То есть, к сожалению, много братьев, которые делают там свой бизнес, не знаю, там занимаются предпринимательской деятельностью и они спокойно берут с банков кредиты под процент и говорят, что это, это не харам. Да? Там придумывают всякие эти, никто запретность риба не отменял. Да? Поэтому Пророк ﷺ сказал: пусть Аллах проклят того, то есть проклятие Аллаха на того, кто использует риба. То есть тот, кто берет, кто дает под проценты. Да? И даже того, кто будет записывать их договор. То есть проклятие Аллаха не только на того, кто берет или дает под процент, а даже на того, кто пишет для них, не знаю, договор. Юрист, который оформляет им сделку, риба, ему тоже проклятие на него. Да? Вашахидайхи, и проклятие Аллаха на двух свидетелей. Потому что когда кто-то дает, кто-то берет, иногда призывает кого? Помощь свидетелей или там поручителей. Да? На всех проклятие Аллаха. Но Пророк ﷺ проклял здесь категорию людей, которые совершают определенный вид греха. Но он не проклинает поименно, да, такого-то, такого-то. Он просто предостерегает, чтобы мы сторонились этого греха. Так ведь? Также есть хадис, например, «Ла'ан Аллаху аль-мухаллиля валь-мухалляля». То есть Аллах проклинает того, кто делает женщину халялем, и кого делают халялем. То есть здесь речь идет о разведенной женщине. То есть мы знаем по канонам ислама, когда муж говорит жене третий талак или 3 талака, они не могут воссоединиться, пока не пройдет идда, и пока она не выйдет замуж за другого, получается, не переспит с ним. И если у них что-то не получится, или он умрет, или они разведутся, когда пройдет идда, только тогда все обнуляется, эти 3 талака исчезают, и он может вернуть свою жену. Так ведь? То есть это же такое суровое предостережение. Перед тем, как дать своей жене талак, ты должен представить
что ты должен будешь выдать ее замуж, отдать другому мужчине. Он там поживет под ним, она поживет под ним, переспит с этим мужчиной. Ты должен об этом думать. Башкой надо думать. И бывает, наши братья сидят у меня в кабинете, мне их жалко, конечно. Они сидят и плачут, я ее же люблю. Ну все, 3 талака. Ну может быть где-то что-то, хазрат, найти можно там, да? Нельзя, 3 талака, все. Так ведь? Поэтому ты должен об этом думать, что ты должен отдать свою любимую жену другому, за другого. И вот специально отдавать нельзя. Нельзя отдавать специально. Нельзя там позвонить брату, брат, ты ее там пальцем не тронешь. Тебе сейчас такой-то хазрат, я там договорился, тебе он никак сделает, да, потом ее разводишь, и все там, айда пройдет, и она ко мне вернется. Пророк сказал, всем проклятие Аллаха. На всех проклятие Аллаха. Кто это организует, за кого это организует, то есть и женщина будет проклята, и тот, кто специально возьмется за этот специальный, получается, никах, который делает харам халялем. Мухаллиль, то есть тот, кто делает женщину халялем обратно для своего мужа. Если все это специально, все. Это на всех проклятие Аллаха. Но пророк не стал называть конкретные имена. Да? То есть кто посмеет совершить этот грех, на него проклятие Аллаха. Пусть на него падет проклятие Аллаха. И последний хадис, хадисов таких много, но последний хадис тоже актуальный. Этот хадис передал Абу Дауд. Ученые сказали, что он достоверный. Посланник Аллаха сказал: «Ла'ан Аллаху аль-хамр». Пусть Аллах проклянет кого? Что? Хамра, спиртное. То есть Аллах проклял спиртное. «Ва'асираха ва му'тасираха». И тот, кто делает спиртное. То есть тот, кто делает спиртное, делает водку, вино, да, вот эти опьяняющие напитки, на всех проклятие Аллаха. Ва му'тасираха. И проклятие Аллаха на того, кому делают спирт, заказчик. Кто-то оплачивает, и тот, кто оплачивает, на него проклятие, и кто делает это. То есть всем проклятие. Вахамиляха. Даже того, кто переносит. То есть тот, кто там перевозками занимается, если он перевозит хамр, да, на него тоже проклятие. Валь махмулята иляйхи. И кому привозит? Ну, то есть заказчик, да, на него тоже. Васакияха. И тот, кто поет других, то есть если он наливает там, да, и кому наливает, ну, то есть кто пьет, вашарибаха. То есть не только проклятие Аллаха на того, кто пьет, да, кто-то может сказать, я не пью, но я продаю, да, или там я делаю, или я вожу, да, на всех. То есть даже проклятие Аллаха на того, кто кушает за счет, то есть зарабатывает за счет спиртного. Поэтому вот там 10 категорий людей, да. И вот здесь, конечно, пророк не стал говорить конкретно, вот пусть Аллах его проклят, да. Нет. Но он назвал категорию людей, которые погружаются в этот грех, и всем им будет на них проклятие. И вот история. Все, я завершаю. История, которая произошла во время пророка, эту историю нам рассказал имам Ахмад, по-моему, да? Нет, Аль-Бухари приводит. Имам Аль-Бухари передает хадис. Был такой человек, его звали Абдулла. Он из числа сподвижников. Его звали Абдулла, но у него было прозвище осел. Его прозвали ослом. Ну, видать, были причины на это, да? Люди были разные. Но очень часто он смешил пророка. Умар ибн Хаттаб говорит, иногда, говорит, он смешил пророка. То есть он что-то, может быть, делал, что-то рассказывал, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, смеялся. Вообще, сподвижники, они очень часто очень желали развеселить пророка. Потому что, ну, когда пророк улыбался, когда он смеялся, конечно, их это радовало. И очень часто они там
хотели рассказать ему что-то такое или сделать что-то такое, чтобы пророк саллаллаху алейхи ва саллям развеселило. Потому что когда же твой любимый человек, самый любимый человек, когда он смеется, улыбается, это же приятно, так ведь? Поэтому, и вот этот человек, он иногда мог рассмешить пророка. Но у него была одна проблема. Он иногда пил вино. И его хватали пьяным, приводили к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и пророк приказывал его наказывать. То есть, когда уже Аллах не спаслал наказание тому, кто пьет вино, да, то есть ударами. И так получилось, что несколько раз его приводили к пророку, чтобы пророк его наказал. И когда в очередной раз его привели к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, это увидел один из людей и очень рассердился. Он очень рассердился, он увидел его грех, так ведь? И он сказал эти слова: «Ля'анахуллах», да проклят его Аллах. Он сказал: да проклят его Аллах, ма акфара ма ю'та бихи иля наби. То есть он сколько раз его привели к пророку за этот грех. То есть он посмел его, лягнат за него почитать, да? И когда эти слова услышал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал: ля талянху, не проклинай его. Фаиннаху юхиббуллаха ва расуля. Ибо я знаю, что он любит Аллаха и его посланника. То есть в нем есть благо, он мусульманин, он твой брат, хотя у него есть что? Какие-то изъяны, да, какие-то прегрешения. Поэтому он сказал: не проклинай его, ибо он любит Аллаха и его посланника. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он запретил этому человеку конкретно проклинать конкретного своего брата, да? Несмотря на то, что тот иногда любил выпивать. Так ведь? То есть, почему? Потому что в нем еще было благо. В нем было благо. Он любил Аллаха и его посланника. Да? Поэтому все проклятия пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, где идут хадисы, мы знаем, что он проклинал отдельные категории. Да, были случаи, когда против него объявляли войну, враждовали с ним, он проклял некоторые племена, так ведь? То есть это было, мы знаем. Но что касается вот этих хадисов, да, которые мы сегодня вспомнили, здесь проклятие идет на различные категории людей, которые совершают различные грехи, чтобы они предостерегались. Но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил людям проклинать кого-то конкретно из ахлюль кибля, из твоих братьев и сестер, потому что они мусульмане. Так ведь? Поэтому это тот минимум, которого мы должны придерживаться. Хотя в основе мы мусульмане, мы должны делать дуа не против, за наших братьев, да? Просить у Аллаха, чтобы Аллах Тааля дал им счастье, дал им иман, дал им богобоязненность, дал им тауфик, чтобы Аллах простил им грехи. И вот как раз, иншаллах, мы завтра начинаем великий месяц, иншаллах, когда наши дуа принимаются. Это великие ночи, так ведь? Великие ночи. Поэтому, альхамдулилля, мы завершаем пока до конца Рамадана эти уроки, потому что во время Рамадана у нас каждый день перед таравихами, перед айша намазом будут другие темы, будут уроки каждый день, иншаллах, каждый день. Пусть Аллах нам поможет. И после уже Рамадана мы будем продолжать, вернемся к нашей основной теме. Пусть Аллах даст нам тауфик. Субханак Аллахумма бихамдик, шаду ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Джазакумуллаху хайран. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.